Добрый вечер, дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать на нашей долгожданной встрече. Почему долгожданной? Потому как работа над этой постановкой началась еще в июне этого года в рамках 6-го международного театрально-образовательного фестиваль-форума «Наурuz». В связи с ограничениями, связанными с пандемией, мы, организаторы форума, Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала, взяли на себя смелость и решили провести традиционные занятия в режиме онлайн. И надо сказать, что данный формат позволил нам расширить круг участников, а самое главное, помог не прекращать профессионального общения. Для участников форума в режиме онлайн-конференции на онлайн-платформе Zoom прошли семинары, мастер-классы и лекции по различным направлениям театрального искусства. За 9 дней были проведены онлайн-занятия по 9 направлениям, одним из которых стал режиссерско-актерский курс под руководством режиссера, актера, профессора кафедры сценического театрального искусства Универсидад де Валле Алехандро Гонсалес Пучи и профессора кафедры русистики факультета философии, литературы и гуманитарных наук Университета Сан-Пауло Елены Васиной. Более подробно вам расскажут руководитель режиссерско-актерского курса, близкий и давний друг нашего театра Алехандро Пучи и сорежиссер спектакля замечательная, прекрасная Ма Чен Хонг. Добрый вечер, Алехандро, или же доброе утро, Ма. Рада вас приветствовать, передаю вам слово. Добрый вечер, доброе утро в Колумбии. Спасибо, мы хотим благодарить фестиваль «Форум Наурuz» и театр Камала, и лично главного режиссера Фарида Бикшинтаева и директора Ильфира Якупова за приглашение принять участие в работе очередного образовательного форума, который театр не отметил из-за пандемии, а провел в новом для себя и для всех нас онлайн-форме. Для работы в режиссерском семинаре мы нашли великолепный материал. Это роман в 9 письмах Федора Достоевского. Есть опасные болезни, передаваемые через текст, а Достоевский очень заразительный. У этого небольшого рассказа нет обширной исследовательной литературы, к которой мы могли бы обращаться, нет театральной истории, а как драгоценный камень, который не нашел еще своего ювелира. Во время семинара, который длился всего 4 дня, мы с 18 участниками разобрались этот текст и также показались эскизы. Но этого времени, конечно, оказалось недостаточно. А мы в своей очереди насколько заразились этим текстом Достоевского, что решили вернуться к нему и продолжить работу. С августа с 6 участниками лаборатории, сами зараженными, которые еще раз убедились в том, что в России это настоящий театральный Тибет. А российские актеры, простите, мудрые театральные монахи. Мы снова стали читать Достоевского. Каждое воскресенье мы собрались на репетиции в нашу виртуальную аудиторию из Абакана, Омска, Нижнего Новгорода, Урай, Мензелинского, Владикавказа, Сан-Паулу, Бразилии, а Кали, Колумбия. И надо сказать, что когда в Америке утро, в Абакане почти полночь, но это не мешало нас. Мы пытались разобрать загадку этого произведения, в котором Достоевский начал поднимать проблемы, которые возникают, когда люди не общаются лично, а встречаются через письма. И сегодня из-за коронавируса, который напомнил нас, насколько мы глупо, высокомерны. Мы общаемся друг с другом через аудио и видео сообщения в чатах и встречаться в Zoom. Но, к счастью, это неожиданно возникла глобальная проблема, нам не мешает творить. А мы все-таки, как нам кажется, докопались до какой-то истины, хотя бы
наши зараженные Достоевским еще будет беспокоить нас и дальше. Спасибо всем замечательным актерам, которые рискнули и приняли участие в этом эксперименте. Отдельно спасибо Павлу Шлягину, исполнителю роли Ивана Петровича, который взял на себя ответственную часть работы, работать над монтажером спектакля, на монтаж. Тоже хотим благодарить Виктории Сухиной за музыкальное сопровождение спектакля. Творческой и технической группы театра Камала за помощь и организацию показа. Всем участникам секции режиссерско-актерского курса, а модератор сессии замечательный Гульнур. И многим, которые стали нашими друзьями, хотя бы со многими из них мы даже не встретились лично. Я теперь с большим удовольствием передаю слово тоже Елене Васино из Сан-Паулу, который также работала с нами на протяжении всего этого времени. Елена, привет! Положи микрофон, открой микрофон, Еленочка. Да. Привет, Алехандро. Добрый вечер всем. Ну, знаете, я подумала, нет худа без добра. Если бы не пандемия, то, наверное, Алехандро Гонсалесу, замечательному колумбийско-русскому режиссеру, Алехандро закончил ГИТИС и много работал с Анатолием Васильевым. Алехандро никогда бы, наверное, не пришло бы в голову ставить Достоевского онлайн с актерами, разбросанными по самым разным городам России. Мы с Алехандро не уставали радоваться их таланту и повторять: «Боже, как же прекрасна актерская школа в России! Большой видится на расстоянии, ведь так?» Особенно, когда отделявшее нас расстояние измерялось не просто сотни километров, а дистанцией между крайним севером России и югом Латинской Америки. Удивительным и, по-моему, очень счастливым образом Татарский академический театр имени Камала, огромное ему спасибо, и пандемия, я не буду благодарить пандемию, объединили нас всех в работе над очень странным и практически совсем неизвестным текстом молодого Достоевского, романом «В 9 письмах». И оказалось, что эта фантасмагория Достоевского может очень много рассказать и об ощущении хаоса, в который мы все глубже и глубже погружаемся, в который все глубже и глубже погружается на самом деле весь наш мир. Это был захватывающий процесс творчества, неожиданных и талантливых находок, экспериментов, словом, процесс освоения совершенно нового театрального языка. И мы настаиваем на том, что это не кино, не театрные грани, там, не телетеатр, а абсолютно новый пандемический жанр. Это зум-театр. И вот мы рады представить на ваш суд результаты нашего эксперимента. И я должна сказать, это только одна фаза эксперимента, да? Это незаконченная работа, она еще будет продолжаться. Смотрите, деньги, любовь, предательство. Смотрите, роман «В 9 письмах» Достоевского. Благодарю вас, Елена. Ну, действительно, эта пандемия позволила нам смотреть на многие вещи совершенно по-другому и научила, самое главное, нас не сдаваться и быть уверенными, что обязательно все получится, главное, чтобы было желание. А сейчас с большим удовольствием мы выслушаем наших участников. И первым делом я передаю слово исполнителю главной роли, так скажем, Ивана Петровича, актеру Хакасского национального театра кукол Шнягину Павлу. Павел, добрый вечер, передаю вам слово. Здравствуйте, здравствуйте. Знаете, не очень часто удается прикоснуться к творчеству Федора Михайловича Достоевского.
А сейчас то самое интересное время, когда мы, объединившись через вот эти вот маленькие веб-камеры, могли придумывать, изучать. Ну, правда, иногда, конечно, немножко спорили, но все это ради одной цели. Спектакль, который вы сейчас увидите. Эти 40 минут 54 секунды. Это результат многих месяцев активного мозгового штурма, потому что понять психологию мышления персонажей довольно непросто, но все-таки очень интересно. Удалось или нет, судить вам, зрителям. А нам было очень интересно получить подобный опыт. Ну и спасибо коллегам, спасибо Алехандро и организаторам за терпение. Благодарю вас, Павел. Действительно, все это время наши участники очень кропотливо работали над каждым предложением, над каждым монологом и, можно даже сказать, над каждым кадром, учитывая формат данного проекта. Благодаря формату онлайн на наш форум зарегистрировалось около 700 участников из 33 регионов Российской Федерации и 4 регионов СНГ. Соответственно, карта наша была самая, что ни на есть, обширная, начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Хабаровском. Сейчас хочу передать слово актеру Омского государственного академического театра драмы Егору Уланову, исполнителю роли Петра Ивановича. Егор, добрый вечер. Интересно выслушать ваше мнение, впечатление от всего этого проекта в целом. Доброе утро, добрый вечер, добрый день. Всех раз видеть, слышать. Ну, хочется сказать так. Наверное, пожалуй, один из самых больших плюсов самоизоляции для меня – это участие в нашем проекте, в нашем форуме. Всегда хотелось поработать с артистами из других городов, из других театров, и это получилось. Я пришел к выводу, что наша профессия прекрасна в любых форматах и в любых проявлениях. И это только начало. Наш проект – это только начало в наше время, я думаю. Но самое большое желание, честно вам хочу сказать, это желание увидеть всех и обнять всех по-настоящему. Обнять живьем, не через экран компьютера, а по-настоящему. Поцеловать, расцеловать и признаться всем в любви, потому что мне кажется, что это замечательно, что мы не сложили руки, а продолжали работать, и это самое главное. Спасибо всем. Благодарю вас, Егор. Мне кажется, у каждого участника этого форума, даже можно сказать, осталось лишь одно желание, на самом деле встретиться, приехать, увидеться, обняться вживую, а не через экраны. Среди участников режиссерско-актерского курса были не только актеры. Например, исполнитель роли Евгения Николаевича является режиссер-постановщик Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амудбаева Дамир Самирханов. Дамир, приветствую тебя и передаю тебе слово. Привет. Спасибо. Вообще, это большое, мне кажется, огромное счастье испытывать что-то новое, да, такое, что никто до нас никогда не проходил, не испытывал. Действительно, очень мало прецедентов, или вообще их нету, чтобы через большие расстояния, даже через континенты, создавался спектакль. И вообще, поэтому вот ощущение счастья от того, что я стал участником вот этого нового события, что мы сейчас вот на протяжении вот этих полгода, которые мы работали вместе, что мы создали что-то такое совершенно новое, что потом все равно войдет в практику и будет уже обычным, но счастье от того, что мы сделали это первыми. Поэтому я считаю, что спасибо всем, хочется сказать, прежде всего, организаторам. Спасибо Алехандро, Елена, Ма. Спасибо всем тем, кто помогал нам собираться, тем, кто нас направлял, организовывал. Вообще здорово, конечно, и еще одно такое большое чувство радости за нашу профессию, в которой мы все работаем, театральную. Мы, несмотря на то, что нас разъединяют континенты, часовые пояса, буквально сейчас мы как родные, как будто мы всю жизнь друг друга знали, как будто мы всю жизнь друг с другом общались.
И я считаю, что еще раз мы все доказали, что театр, несмотря ни на какие творчества, радость какого-то общения, созидания, несмотря ни какие пандемии, какие-то ограничения, ничто нас не останавливает, мы всегда можем заниматься своим любимым делом. Мы молодцы, спасибо. Спасибо тебе большое, Дамир. Приятно получить такие искренние эмоции от всего этого процесса. Ну, я, конечно, хотела бы рассказать немножко о наших замечательных, прекрасных актрисах этого проекта. Невзирая на разницу во времени, а у нас часовые пояса были совершенно разные, все участники активно работали над этим проектом. И я хочу с огромным удовольствием дать слово исполнительнице роли Анны Михайловны, художественному руководителю Свободного театра города Урай Ханты-Мансийского автономного округа Югра Ларисе Коршуновой. Лариса, добрый вечер, рада вас видеть. Хочу слышать ваше мнение. Добрый вечер, уже вечер и у нас. Я вообще с самого начала была поражена тем, как могут быть связаны Zoom и Достоевский. И вообще категорически против театра в сети. Когда все это началось, у меня сразу позиция была такая, что нет, я не готова к этому. Но оказалось, что пусть не театр, но поиски его в новых условиях выживания дали новые возможности нам всем. Возможности породниться с новыми людьми, почувствовать огромную энергию творчества через огромное расстояние. И неожиданно, но меня вначале восприняли как режиссера, и даже было очень лестно от ребят и Алехандро слышать поддержку каким-то моим идеям и режиссерским пробам. Но так случилось, что самое удивительное, что Алехандро пригласил меня в группу с продолжением, так мы назвали, в группу с продолжением, и даже дал роль Анны Михайловны. Для меня это самое удивительное было. Пока не знаю вообще, как все это воспримут зрители, но для меня сама работа и сам процесс нашей встречи – это уже огромная ценность. И даже не представляла, что можно так породниться с людьми на расстоянии. И вообще интересно, что будет, когда мы все встретимся. Да, для этого нам действительно останется только встретиться и воочию узнать, как это все произойдет. Как любил говорить Алехандро, самая юная и очаровательная участница нашего проекта – это исполнительница роли Татьяна Петровна, актриса Нижегородского театра юного зрителя Анастасия Жилнина. Анастасия, добрый вечер, передаю вам слово. Добрый вечер всем. Я на самом деле только второй сезон работаю в театре после окончания театрального училища, и в отличие от моих коллег по этому проекту, у меня не так много опыта. Но участие в этом проекте сразу же в начале, так скажем, моей карьеры, моего творческого пути, я очень этому рада, что смогла здесь поучаствовать, набраться абсолютно нового опыта, и я очень всем благодарна за то, что так вот здорово все у нас случилось. Спасибо. Благодарю вас, Анастасия. Желаю вам как можно больше таких же интересных проектов. Также я хотела бы вам рассказать про нашу дружбу с Северо-Осетинским государственным академическим театром имени Владимира Тхапсаева. Все началось еще в 2002 году с постановки на сцене театра Камала спектакля «Черная бурка» Георга Хугаева. Позже наш театр был приглашен с этим спектаклем на фестиваль во Владикавказ. Далее у нас были обменные гастроли, и таким образом у нас завязалась вот такая вот дружба. Также было приятно увидеть среди участников режиссерско-актерского курса актрису Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева Фатиму Пагиеву. Фатима сыграла роль обаятельной читательницы с не менее обаятельным котом по имени Тайлунг. Фатима, добрый вечер, передаю вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне, конечно, очень приятно сегодня вас видеть и слышать. Конечно, наша дружба, я надеюсь, продолжится, и мы
в скором времени обменяемся гастролями, и зритель Северной Осетии снова увидит один из лучших национальных театров Российской Федерации, мой любимый театр имени Галяскара Камала. На форум я попала тоже благодаря нашей дружбе с Эльфиром Якуповым. Я его очень люблю, передаю ему приветы. И, конечно же, я благодарна нашему педагогу, нашему режиссеру Алехандро Гонсалесу, который в течение долгого времени работал с нами. Это был очень интересный опыт. Спасибо большое вам, Алехандро, за то, что мы смогли прикоснуться к творчеству Федора Михайловича Достоевского. В следующий год, все вы знаете, мы будем отмечать 200-летие Федора Михайловича. Конечно, эта вот работа будет очень актуальна, и она и сейчас актуальна для нас, для артистов. Спасибо вам за это большое. И у меня теперь появилась такая маленькая Zoom-семья, за что я всех благодарю. Мои любимые Алехандро, Ма, Елена, Павел, Егор, Лариса, Анастасия, Дамир и моя любимая Алия. Спасибо, буду скучать. Спасибо огромное за такие приятные слова. Ну, надеюсь, мы еще будем долго-долго вспоминать все наши вечера, и будем надеяться, что в скором времени все мы сможем встретиться уже у нас в Казани, вот, и мы будем всех очень рады видеть. У нас прямой эфир, и во время прямого эфира наши... те, кто нас смотрит, они написали о том, что наши девушки прекрасны, написали несколько комментариев к нашему эфиру, написали, что, конечно же, это пандемия, и мы дожили, но все равно ничего не заменит настоящего действия на живой сцене, но ждем спектакль с нетерпением. Вот, поэтому я хотела бы попросить всех наших участников включить камеры для того, чтобы все, кто смотрел наш прямой эфир, смогли воочию увидеть всех прекрасных наших участников, и смогли как бы услышать, может быть, есть у кого-то какие-либо еще пожелания на будущее, потому как я думаю, что вот эта дружба, которая у нас зародилась в рамках форума, именно в формате онлайн, она будет такая очень крепкая и на долгие-долгие времена. Вот, поэтому если есть у кого-то еще что-то... Сейчас, секундочку. Так, Ирина Цалаева, Фатима написала, что вы прекрасны. Вот, и Спасибо. Да, вот актерская кухня написала, что получится встретиться в следующем году в Казани. Тоже мы на это очень сильно надеемся и просто ждем, что это на самом деле произойдет, потому как живое общение на самом деле никто не изменит, да, не заменит, вернее. Вот, но надеюсь, что... Вот, да, Егор? Алия, а можно сказать, пожалуйста, пару слов и поблагодарить вас, потому что, насколько я знаю, у вас сегодня был дебют как ведущий прямого эфира, и я считаю, что это было прекрасно. Спасибо огромное, спасибо. Нервничала сильно, но вы выглядите замечательно и очень прекрасно держитесь. Ну, по крайней мере, на моем экране я с удовольствием на вас наблюдаю. Спасибо огромное. С такой командой мне уже теперь, получается, ничего не страшно. Это все тоже благодаря вашей поддержке. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что мы так много сказали спасибо, но я теперь хочу сказать рахмет, что не хватает наши пыш-пышмаки, наши губадья, и все сладости, которые татарская кухня так имеет угощать в примерах. Поэтому я думаю, что мы будем делать такой онлайн-буфет и нюхать татарские сладости, которые лучше всех в мире. Поэтому спасибо всех и надеюсь, что скоро увидимся в Казани с настоящими пыш-пышмаками. Okay. Обязательно. И чак-чак будет, и шпышмаки, и беляш, все будет. Ну и, конечно же, тюбетеечки наши национальные. Ну что, дорогие друзья, мы завершаем нашу прямую трансляцию, и для завершения трансляции я с большим удовольствием хочу передать слово нашему руководителю режиссерско-актерского курса для того, чтобы вы, так скажем, с вашего благословения мы запустили прямой
ну, как показ, премьеру нашего спектакля. Алехандро, слово вам. Ладно, ребята, тогда очень много предусловий, давай к делу, ни пуха, ни пера, и спасибо всех за ваше присутствие здесь. К черту! К черту и нажимай кино. С Богом. Пока. Черный ворон, друг ты мой залетный, где летал так далеко? Черный ворон. Федор Михайлович Достоевский. Роман в 9 письмах. Первое письмо от Петра Ивановича к Ивану Петровичу. Датировано 7 ноября. Милостивый государь и драгоценнейший друг мой, Иван Петрович. Вот уже 3-й день, друг мой, я гоняюсь за вами, имея переговорить о наинужнейшем деле, но никак не могу и нигде не встречаю вас. Говорит мне Семен Алексеевич, не в клубе ли вы Соединенного общества на Бали? Я оставляю жену у Семена Алексеевича, а сам же лечу в Соединенное общество. Смех и горе. Ой, так. Говорю, смех и горе. Представляете мое положение? Я на балы один без жены. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. Иван Андреевич уверяет и божится, что вы непременно в Александринском театре на горе от ума. Лечу в Александринский театр. Нет, и там. Сегодня утром думал найти вас у Чистоганова. Но не тут-то было. Чистоганов шлет к Перепалкиным то же самое. Одним словом, измучился совершенно. Судите, как я хлопотал. Дело-то мое не литературное, сами понимаете. Так что, крайне нужно объясниться с вами. Моя Анна Михайловна будет очень обрадована посещением вашим. Поэтому прошу сегодня ко мне на чай вместе с Татьяной Петровной. Погроб одолжите. Кстати, бесценнейший друг мой, вынужден теперь укорить вас.
Злодей вы такой бессовестный человек. Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой знакомого вашего, а именно Евгения Николаевича. Ассюрируете его дружеской и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей. Я принимаю молодого человека, вместе с тем кладу голову в петлю. Так. Объяснять теперь некогда, да и неловко. Но нижайшая просьба до вас. Злорадственный друг мой и приятель. Нельзя ли каким-нибудь образом поделикатнее, втихомолочку, на ушко, пошептать вашему молодому человеку, что в столице есть и еще дома, кроме нашего. Мочи нет, батюшка. Не в том смысле говорю, что молодой человек не угодил на фасоне или душевными качествами. Напротив, он малый, милый, даже любезный. Но вот погодите, увидимся. Я бы сам сказал, да сами знаете, характер такой, не могу, да и только. Не могу. Я бы сказал, но... Что ж ты? Вы же рекомендовали его. Вы рекомендовали его. Впрочем, вечером увидимся и объяснимся поподробнее. А теперь до свидания. Остаюсь и прочее. Евгений Николаевич! Второе письмо от Ивана Петровича к Петру Ивановичу. 8 ноября. Милостивый государь Петр Иванович, получаю письмо ваше и недоумеваю. Ищите меня, бог знает в каких местах, я просто был дома. До 10 часов ожидал Ивана Ивановича Толоконова. Тотчас же беру жену, нанимаю извозчика, трачусь, являюсь к вам, вас дома нет, а встречает нас ваша супруга. Ванечка! Вань, я хочу авокадо. Да, дорогая, да. Купи мне, пожалуйста, авокадо. Хорошо, да, хорошо. И еще ананас. Да. И селедки, и молока можно. Жду вас до 10:30, долей невозможно. Беру жену, нанимаю извозчика, трачусь, завожу ее домой, а сам отправляюсь к Перепалкиным, думая, не встречу ли там. Но опять ошибаюсь в расчетах. Приезжаю домой, не сплю всю ночь, беспокоюсь. Утром заезжаю к вам 3 раза, в 9, в 10 и в 11 часов. 3 раза трачусь, нанимаю извозчиков. И опять вы меня оставляете с носом. Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишите о Евгении Николаевиче, просите шепнуть и не упоминайте почему. Недоумеваю, наконец, в каком смысле позволили мне это все написать. Отказать могли сами. Ох, вижу только, что объясниться мне с вами нужно короче, решительнее. Да к тому же и время проходит, дорога на носу. Дорога чего-нибудь стоит. Тут еще жена хнычет, шеи бархатный капот по модному вкусу. Окончательно же прошу вас назначить мне место свидания. Встретили вчера Ивана Андреевича и пишете, что объявил он вам, что я в Александринском театре с женою. Я же пишу, что он врет. Жена моя забеременела. К тому же она пуглива. В театральные же представления иногда вводит пальбу. Поэтому, боясь испугать жену, в театр ее не вожу. Третье письмо от Петра Ивановича к Ивану Петровичу.
9 ноября. Бесценнейший друг мой, Иван Петрович, виноват, и 1000 раз виноват, но спешу оправдаться. Вчера в 6 часу пришло известие, что с тетушкой худо. Боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, еду в дом к тетушке. Нахожу ее, едва живу. Ровно в 5 часов последовал с ней удар, уже 3-й в 2 года. Карл Федорович, медик их дома, объявил, что, может быть, она не проживет и ночи одной. Судите о моем положении, любезнейший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлопотах и горе. Утром только, истощив свои силы, прилег у них же на диване. Забыл сказать, чтобы вовремя разбудили меня, и проснулся в половине 12-го. Тетушке лучше. Еду к жене, она бедная, истерзалась, ожидая меня. Перехватил кусок кое-чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. Вас нет дома. Нахожу же у вас Евгения Николаевича. Отправляюсь домой и теперь пишу вам. Не сердитесь, друг мой. Бейте, рубите голову с плеч. Ай, но не лишайте благорасположения вашего. Так. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. Непременно буду там. Непременно. Непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас. А теперь же остаюсь. И так далее. Четвертое письмо от Петра Ивановича к Ивану Петровичу, датировано 10 ноября. Милостивый государь мой, Петр Иванович, пишу к вам у вас в вашей комнате на вашем бюро. А прежде чем взялся за перо, прождал вас слишком 2 часа с половиной. Теперь позвольте же вам прямо сказать, Петр Иванович, мое открытое мнение насчет всего этого скоредного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых. Зовете меня туда. Являюсь. Сижу 5 часов, а вас не бывало. Являюсь к вам утром. Надеюсь застать. Дома и духа вашего не было. Скажу только то, что вижу вас, кажется, на попятном дворе относительно наших условий известных. Доказательством же такому моему предположению служит то, что вы еще на прошлой неделе овладели письмом вашим, на имя мое адресованным, в котором сами изложили условия наши насчет весьма известного вам обстоятельства. Боитесь документов?
их уничтожаете, а меня в дураках оставляете. Но я в дураках себя считать не позволю. Сбиваете меня с толку, туманите меня Евгением Николаевичем, назначаете ложные свидания, а сами скрываетесь. Устроиваете так, что сами у меня деньги берете без расписки, знатными суммами. Скрываетесь. Ну, рассчитываете, может, на скорый отъезд мой в Симбирск. Но объявляю вам торжественно, что если пойдет на то, я нарочно буду готов еще целых 2 месяца прожить в Петербурге, а дела своего добьюсь. Цели достигну и вас отыщу. В заключение же объявляю вам, что если вы сегодня же не объясните мне удовлетворительно и не изложите в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших между нами, и не объясните окончательно мыслей ваших насчет Евгения Николаевича, то я преимущественно прибегну к мерам вам весьма неблагоприятным, а даже самому мне противным. Позвольте прибыть. И прочее. Dios mío, perfecto, perfecto, Татьяна, браво, gracias. 5-е письмо от Петра Ивановича к Ивану Петровичу 11 ноября. Любезнейший, почтеннейший друг мой Иван Петрович, до глубины души моей я был огорчен письмом вашим. Поторопиться, не объяснить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными подозрениями. Не застали вы меня вчера, Иван Петрович, потому что я вдруг и совсем неожиданно был позван к одру умирающей. Тетушка моя, Ефимия Николаевна, приставилась вчера вечером в 11 часов пополудни. Общим голосом родственников был я избран распорядителем всей плачевной и горестной церемонии. Дел было столько, что я и поутру не смог увидеться с вами. Скорбей душевно о недоразумении, вышедшем между нами. Слова мои о Евгении Николаевиче, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно противную сторону, а делу дали глубоко обижающий меня смысл. Упоминаете о деньгах, высказываете о них свое беспокойство, но не могу не напомнить вам, что деньги, 350 рублей серебром, взяты мною у вас на известных условиях, а не взаимообразно. В последнем же случае существовала бы расписка. Не снискажу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение.
Вижу в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Вы ошиблись, Иван Петрович. Вы крайне ошиблись. Несмотря на то, что письмо ваше глубоко уязвило меня, я сегодня же и первый готов бы был явиться к вам. Но со вчерашнего дня нахожусь в таких хлопотах, что убит совершенно, едва стою на ногах. Добавок ко всему, ко всем моим бедствиям, жена слегла в постель, боюсь серьезной болезни. Позвольте, бесценнейший мой друг, прибыть и прочее. O le falta al amor conocimiento, o le sobra crueldad, o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. 6-е письмо от Ивана Петровича к Петру Иванычу, датировано 14 ноября. Милостивый мой государь Петр Иванович, я выждал 3 дня. Употребить постарался их с пользою. Между тем, чувствуя, что вежливость и приличие – суть первое украшение всякого человека, не напоминал вам о себе ни словом, ни делом, для того, чтобы дать вам безмятежно исполнить христианский долг относительно тетушки вашей. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться. Признаюсь вам откровенно, что при чтении первых 2 писем ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу. Вот по какому случаю наиболее искал я свидание с вами и объяснение с глазу на глаз. Теперь же ясно познал, что есть много людей, под льстивой и блестящей наружностью, скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устроение козней ближнего и на непозволительный обман. Вероломство ваше, милостивый мой государь, ясно можно видеть из ниже следующего. Во-первых, когда я в ясных и отчетливых выражениях письма моего изображал вам, милостивый мой государь, свое положение, а вместе с тем спрашивал вас в первом письме моем, что вы хотите разуметь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, преимущественно же относительно Евгения Николаевича, то вы по большей части старались умалчивать. Потом, наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Наконец, несколько раз вероломно обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть никогда не намерен. Потом, пригласив меня к себе, предварительно и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были к страдающей тетушке вашей, получившей удар ровно в 5 часов. К счастью моему, милостивый мой государь, в эти 3 дня я успел навесить справки. Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею, и пустозвонного щегольства я чуждаюсь, потому что по горькому опыту познал, наконец, сколь обманчива иногда бывает наружность, и что под цветами иногда таится змея. Узнал, что тетушку вашу постиг удар еще накануне 8 числа, незадолго до полночи. Наконец, в последнем письме своем упоминаете и о смерти родственницы вашей, якобы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был явиться к вам. Но здесь, по достовернейшим справкам, узнал я, что тетушка ваша скончалась целые сутки спустя, после безбожно определенного вами в письме своем срока для кончины ее. Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману, состоявшему именно
в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно и не совсем мне понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения, в варварском насильном займе 350 рублей серебром, без расписки. И, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаевича. Известно тоже мне, что вы каждый вечер в продолжении целых 2 недель клали в карман свой по несколько десятков, а иногда и до 100 рублей серебром, держа палки и банки Евгению Николаевичу. Теперь же вы не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старания, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои. Чем я вас оскорбил? И за что вы со мною таким безбожным образом поступили? Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю, если вы, милостивый мой государь, не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы 350 рублей серебром, и, во-вторых, всех затем следующих мне по обещанию вашему сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытую силой. Во-вторых, к покровительству законов. И, наконец, объявляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого света. Позвольте прибыть и прочь. 7-е письмо от Петра Ивановича к Ивану Петровичу. 15 ноября. Иван Петрович, получив ваше мужицкое и вместе с тем странное послание, я в первую минуту хотел было разорвать его в клочки, но сохранил для редкости. Впрочем, сердечно сожалею о недоразумениях и неприятностях наших. Отвечать вам я было не хотел, но заставляет необходимость. Именно сими строками объявить вам нужно, что видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно. Равно как и жене моей. Она слаба здоровьем, и запах дегтя ей вреден. Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся у нас, Дон Кихота Ла-Манческого, с благодарностью. Пожалуйста. Что же касается до ваших калош, будто бы забытых вами у нас, то с сожалением уведомляю вас, что их не нашли. Пока мест их ищут. Но если их совсем не найдут, то я пришлю вам новые. Впрочем, честь имею прибыть и прочее. Числа ноября Петр Иванович получает 2 письма. Рука жены его. Адресовано к Евгению Николаевичу. Число 2 ноября. Евгений, вчера никак нельзя было. Муж был дома весь вечер. Завтра же. Приезжай непременно. Ровно в 11. В половине 11 муж уезжает в Царское и приедет за полночь. Я злилась всю ночь. Вижу теперь, что любишь меня.
Приезжай непременно. Ну все, жду. Во втором письме было следующее. Петр Иванович, нога моя и без того никогда не была бы в вашем доме. Напрасно изволили бумагу марать. Я уезжаю в Симбирск. Приятелем бесценнейшим и любезнейшим другом останется у вас Евгений Николаевич. Желаю удачи. О калошах не беспокойтесь. 17 числа ноября Иван Петрович получает 2 письма. Написано рукой жены его. Адресовано к Евгению Николаевичу. Число 4 августа. Прощайте. Прощайте, Евгений Николаевич. Награди вас Господь и за это. Будьте счастливы. А мне доля лютая. Страшно. Если бы не тетушка, я бы верилась вам так. Не смейтесь же теперь ни надо мной, ни над тетушкой. Завтра нас венчают. Тетушка рада, что нашелся добрый человек, который берет меня вот так, бесприданного. А я сегодня впервые пристально на него поглядела. Он, кажется, добрый такой. Меня торопят. Прощайте, Евгений Николаевич. Вы уж меня помяните как-нибудь. А я вас никогда не забуду. Я подпишу последнее это, как и первое мое. Помните? Татьяна. Иван Петрович распечатывает второе письмо. Во втором письме было следующее. Иван Петрович, завтра вы получите калоши новые. Убери, они воняют. Убери, говорю.
Я ничего не привык таскать по чужим карманам. Также не люблю собирать по улицам лоскутки всякой всячины. Евгений Николаевич на днях уезжает в Симбирск по делам своего деда и просил меня похлопотать о попутчике. Не хотите ли? Не хотите ли? Не хотите ли? Иван Петрович, Татьяна, собирайтесь, поехали в Симбирск. Поехали в Симбирск. Собирайтесь. Выйду, да я на крылечко, друга милого встречать.